Потом они между собой начинают как соперничество, в общем-то, культурно скажем, и выживает один. Владелец будет один. Почему? Потому что в каждом из нас, друзья, живет Эль. Каждый из нас — это, альф, который стремится стать супер-альфой. А те, кто считают себя уже супер-альфой, хотят стать мега-альфой, хотят стать Элем. И в каждом из нас, если не живет, то дремлет этот Эль. Это неизбежно. Дай человеку возможность в потребительском формате, это обязательно будет. На сегодняшний день это не случилось, но попыток было много. Мы можем с тобой вернуться в историю и посмотреть. Гитлер, Наполеон, Македонский, да кого мы только не возьмем, да? Это ж все проявление чего? Супер-альфа, которая стремилась стать мега-альфа. Борьба за что? За эгоцентризм свой. Так же в потребительском формате. Это действительно так, и никто никуда не денется. Так вот, и педагоги останутся на улице, и медики останутся на улице, все останутся на улице. Почему? Любая профессия, она будет постепенно вытесняться и собираться везде, где есть прибыль, туда зайдет суперинтеллект. По крайней мере, футурологи говорят, что одна профессия уж точно будет такая привилегированная — это IT-специалисты, потому Не что одна, три. Называют три. Это IT-специалисты, потом юристы и финансисты. Это как минимум три профессии будущего. Так же? Друзья мои, первые, кто пойдут на выход, скажем так, культурненько, это IT-специалисты. Неожиданно. Неожиданно. Мало кто знает. А я скажу то, с чем сталкивается на сегодняшний день IT-специалисты. Те, кто начинали пораньше, хотя бы там лет 10 назад, скажем так, свою карьеру, уже были IT-специалистами, программистами, заслужили доверие, те сейчас востребованы, люди знают. Востребованы, они нужны, они всегда при делах. А молодежь, которая приходит, им уже сложновато найти профессию. Пока еще очень много фирм, которые пользуются услугами, скажем, IT-специалистов. Но уже есть проблема. Почему? Потому что на сегодняшний день тот же самый суперинтеллект, а он, еще раз подчеркну, в десятках компаний. Есть крупные компании, есть умные компании. И они все соперничают между собой именно за то, кто первый создаст и выпустит его. Так вот, уже эта система у многих пишет программы лучше и быстрее, чем те же программисты, даже топовые. И многие люди уже видят, особенно задействованные в IT-технологиях, они видят, как появляются программки, которые якобы написали люди, но те, кто имеет доступ к этим кодам, они видят, они настолько логичны, эти коды, они настолько совершенны, что людям крайне сложно их прописать. Я понимаю сейчас, некоторые программисты, те, кто нас смотрят, скажут: да это невозможно, меня ж не заменишь. Друзья мои, то, чем вы пользуетесь, это банальные алгоритмы. Простая математика. Кто самый лучший математик? Когда-то тоже шахматисты думали, что их не заменишь, да? А вот 200 лет назад ткачи — профессия, представьте, которая существовала 1000 лет, из поколения в поколение передавалась. И они были уверены, что они будут жить так всегда. А потом раз и создали станок, да? Было ж такое. А давай вспомним более недавние времена, когда люди, фермеры, держали тяговых лошадей, и их профессия была, они работали всего лишь один раз в год, когда нужно было пахать, вспахивать землю. Те, у кого маленькие огородики, там, скажем, были такие площади, те сами справлялись, а были шпаны, было ж всякое, и были люди, у которых огромные территории, которые надо было подготавливать к посадке и тому подобное. И вот они использовали как раз таких фермеров, которые занимались лишь тем, что воспитывали тяговых лошадей, обучали их специально, они намного быстрее, качественнее, лучше пахали и тому подобное. И весь год они потом ухаживали за животными. То есть такая сезонная работа, которая обеспечивала их на год. И они тоже думали, что ихняя профессия вечна. А потом раз — и появился трактор. И трактористы возомнили, что их-то точно не заменят, пока не появился кто? Автопилот. А на сегодняшний день, ребятки, уже есть фермы, где присутствие человека номинально. Все. От ухода за животными, за растениями, посадка, высадка, уборка.
прополк. Все делают автоматически системы, управляемые искусственным интеллектом. Так что дело всего лишь времени. Еще Что чуть-чуть. вспомнилось, что есть такой психолог один, который консультант, в принципе, некоторых в США, президентов США. И вот его когда-то спросили про то, каким он видит предприятие от будущего. И он сказал, что я вижу, что на фабриках останется только 2 сотрудника. Это человек, да, и собака. Что человек нужен для того, чтобы накормить собаку, а собака для того, чтобы не подпускать его, да, к станку. Станкам. Да, уже к этому идет. Но здесь еще проблема была. Почему? Потому что каждый станок, он должен под своей программой работать и тому подобное. Ну и людям нужно следить за ним. Скажем, те же IT-специалисты нужны, чтобы эти программы прописывать и все остальное. Но как только в нашу жизнь войдет суперинтеллект, все изменится сразу. Человек, он вообще не нужен будет. Почему? Потому что это многофункциональная машина. Она сможет следить и за станками, сможет своевременно, в случае их поломки, включать роботов, которые будут ремонтировать роботов, которые будут убирать, восстанавливать, строить и все остальное. И будет контролировать всего лишь одно суперсознание. Все-таки все равно есть люди, которые думают, что мы все-таки люди настолько совершенны, что роботы никогда нас не заменят. Хорошо, да, все так думают. Я же говорю, только что вот мы говорили об IT-специалистах, да, но также думают и юристы, что ну как может быть робот-судья? Ну это нереально. Ведь столько ситуаций, столько инсинуаций в этой юриспруденции. А на самом деле, в чем вопрос? Ну как дать взятку и как договориться с машиной? Никак, закон будет исполняться. Но нам-то расскажут, что это хорошо, и мы согласимся, потому что, извини, если ты не виноват, ты будешь не виноват. Закон будет соблюдаться идеально для всех. Ну это прекрасно. Опять-таки, я говорю, в созидательном обществе, в потребительском судья думает, что кого-кого, а нас не тронут. Даже Илон Маск говорил, что очень много умных людей реально недооценивает, не понимает, знаешь, насколько все серьезно. И говорит, это гордыня и очевидная ошибка вообще. Это не гордыня, это дурь. Извините, люди, за такое простое выражение, но это наша человеческая дурь. Мы не оцениваем ситуацию настолько, насколько должны были ее оценивать. Поэтому мы пришли к тому, что мы сейчас имеем. Ну, я надеюсь, мы поговорим еще, что мы сейчас имеем. Сейчас мы говорим за высокие технологии. И здесь тоже есть огромное упущение. Опять-таки наша внутренняя альфа, она говорит о том, что мы незаменимы. Да? Ну вот печник скажет, ну разве может робот создать такую печь, как сделаю я? Сможет, только в 10 раз лучше, чем ты, друг мой. Почему? Потому что робот, он просчитает все: качество используемого кирпича, тот же цемент, глина, ну все, что там используется, смотря на чем и смотря какая печь, да? И математически он высчитает самое лучшее для этого помещения устройство этой печи, которое будет наиболее экономично, с самым максимальным КПД. Почему? Потому что она знает математику гораздо лучше, чем ты, мой друг. Какой бы печник ты ни был. Вот видишь, вот кого бы мы ни взяли, и что бы мы ни взяли, нет профессии, которую бы не заменил искусственный вот этот интеллект. Вспомнила, как игроки в ГО, которых, собственно, победил искусственный уже интеллект. Победил. Как они, что они отзывались о том, Ну, как это проходило... же считалось, что это невозможно. Но выиграть уже не могут. Не могут. Разве и не так? они настолько восторгались именно игрой машины, что она не просто там из базы доставала какие-то шаги, которым научили ее люди. Она думала, она делала такие шаги, Да. которые люди бы не смогли сделать. Вот. И их именно это восторгало, что Конечно. они не видели Что никогда она намного таких шагов. умнее и смотрит гораздо дальше. Поэтому любая специальность, которая на сегодняшний день есть, она будет заменена машинами. И, собственно говоря, это правильно. Так должно быть. Мы должны вот эту 4-ю революцию технологическую переживать. Потому что без развития технологий, ну, ребят, нам всем будущего не видать. Это действительно так. Мы подойдем к этой теме, надеюсь, и поговорим о ней тоже. Почему настолько важна технологическая революция? Потому что в действительности человек должен высвобождаться практически от любого труда. Человек должен заниматься саморазвитием. А когда человек занят работой, ему некогда заниматься собой.
и собственным развитием. Слишком много заботы у него. Еще Это хотела так. тоже такое мнение технооптимистов, да, которые говорят: хорошо, вот было 3 революции, там первая, вторая, третья. Ну да, там одни Мы профессии адаптировались, исчезали, мы появлялись адаптировались, другие. переквалифицировались, где-то новые профессии Конечно. появились. Но в этот раз наверняка будет то же самое. Не будет. Любая профессия. Давай возьмем любую. Журналистику мы уже разобрали, да? Давай возьмем артиста. Разве может заменить? Может, друзья мои. На сегодняшний день мы уже видим концерты субличностей, да, то есть умерших людей, которых вот… Да. Майкл Джексон на премии. Совершенно правильно, да. Рэпер выступает на стадионе. Голограмма. умерший, голограмма. Прекрасное шоу, которое делается. Ни один человек такого шоу не сделает. И опять-таки просто великолепное исполнение. И вот смотрите плюсы. Вот мы просто смотрим чуть-чуть вперед, да? Использование современных технологий, которые уже есть и которые делаются, но под управлением, скажем, искусственного интеллекта. Простой пример. Вот самые именитые и раскрученные артисты, те, которых мы все любим, это их заслуга? Честно, глянем, давайте. Нет, их продюсеров. Бывают и поталантливее люди. Какой бы талантливый человек ни был на сцене, да, это говорит лишь о том, что у него суперталантливый продюсер. Тот серый генерал, которого мы не видим. Благодаря ему мы видим тех, кто на сцене. А теперь давайте глянем на то, что будет в начале. Ведь это ж не резкая смена. Она постепенно, но быстро. Очень быстро, но естественно. Искусственный интеллект войдет незаметно для нас. Ну, простой пример. Вот ты, мой друг, продюсер. У тебя есть средства, есть связи, ты знаешь, как это делать. И у тебя есть выбор. Взять там мальчика, девочку или мальчика с девочкой, стать их продюсером и начинать их продвигать в артист. Они неплохо поют, неплохо двигаются, перспективные, да. Или тебе взять, к примеру, виртуального, да? Вот просто образ ты покупаешь, ну, скажем, в той же компании, которая создала этот искусственный интеллект, суперинтеллект. Ты подбираешь, говоришь, какой тебе нужен образ, каким ты его видишь, и тебе дается такой аватарчик виртуальный. И ты просто начинаешь продвигать этого виртуального артиста, который может петь, ну, все октавы у него там подаются в любом исполнении. Все что угодно, да. Он никогда не фальшивит. Он поет лучше всех, двигается лучше всех. Он самый соблазнительный, самый сексуальный. Но также шоу, которое делается, оно тоже покупается. Это всего лишь, извините, ну, флешечка, которая вставляется, и машины делают все. То есть любое шоу, которое хочешь. Это все виртуально на сцене происходит. Голограммы, цвет, свет и все остальное. Люди не отличат, живой он или не живой. Люди будут видеть реально артиста, который действительно исполняет, с прекрасным шоу, с прекрасным голосом, очень большим талантом, и который действительно исполняет практически одни хиты. Кто лучше искусственного интеллекта пропишет ту же музыку или те же песни? Ведь для него 6 секунд составит всего лишь 6 секунд на то, чтобы проанализировать все хиты, которые были за всю нашу историю. И на их базе, на их ритме создать шедевры. Ну разве не так? Вот некоторые скажут: да, ну что ты говоришь, особенно артисты. Энергетика с залом передачи. А энергетика зала, Да, то есть задор. только артист может Друзья мои, передать. можно я вам скажу один большой секрет? Вы всего лишь картинка, вы объект внимания, а энергетика идет из зала к вам, но не от вас к залу. Попробуйте сфальшивить, и вы увидите, где ваша энергетика. Это зал дает энергию, когда начинает вкладывать внимание в вас, а ваша задача — привлечь внимание. Кто лучше привлечет внимание? Тот, кто сделает лучше шоу. Так же? Или как сегодня. Ну, есть такие артисты, да, когда он пьяный падает на сцене, микрофон метров на 5 отлетает, фонограмма продолжает играть. А ты сидишь в зале и слушаешь. Потрачены средства. Слушаешь, время, видишь, как да. он валяется, слушаешь, как он поет, как микрофон лежит в стороне, и понимаешь, что ты просто дурачок. Зря потратил Да, время. и деньги. Ну что, не так? Так. А у виртуального артиста таких ситуаций не будет никогда. Он не упадет со сцены, он никогда ни одной нотки не сфальшивит. Даже человеку с абсолютным слухом будет приятно там находиться. Так же? То есть реальность будет выше даже ожиданий. Конечно, Что плюс счастливее. зал. Мы, ну, те, кто ходили на концерты, те понимают, о чем я хочу сказать. Это освещение, блики, распределение звука по залу. Не на то место попал, и все, уже не то удовольствие. Легко, очень легко для искусственного интеллекта
создать атмосферу в зале, где все будут крайне довольны. Еще не забывайте, искусственный интеллект будет знать каждого из вас. Он будет знать ваш порог слуховой, да, где это переходит, где это будет восприниматься, где это будет способствовать выделению, ну, скажем так, эндогенных опиатов для возбуждения вас. И будет тормозить все, что будет вас раздражать. Вы выйдете удовлетворенным с атона. Также и театры. 6 секунд. Виртуальные артисты отыграют так и так подадут, что люди так не сыграют. Плюс Уже кино. виртуальные актеры же есть. Уже есть, да, совершенно правильно. На умершие сегодняшний люди день снимаются есть в фильмах. совершенно правильно, виртуальные актеры. Поэтому ничего сложного в этом нет. Это уже все наработано, отработано. Это сейчас очень легко может масштабироваться до любых пределов, которые нужны нам. Плюс кино. Вот мы зацепили артистов, там знаменитые и тому подобное. Ведь опять-таки, что такое артист? Чем знаменитее артист, тем он привлекательнее. Да? Он как реклама, которая участвует в фильме. Но он денег стоит. А это, извини, давай возьмем годовой бюджет. Ну кто откажется от такой цифры? Гораздо проще использовать виртуальных героев, создать. Вот наши герои, которые были, которых мы сейчас всех смотрим, любим, уважаем и тому подобное, они идут в историю, как Чарли Чаплин и другие. С черно-белого немого кино, да? Будем их вспоминать как прошлое. А новые артисты, которые придут, они не будут стареть, они будут легко менять образ, и все нам будут нравиться, правильно? Ну так же самое будут узнаваемы и любимы. А стоить они не будут ничего. Почему оно не будет стоить ничего? Потому что все реки доходные, они будут стекаться конкретно к Элю, тому, кто стоит за этим супер искусственным интеллектом. Он все заберет себе. В конечном счете. Первое время, да. Будут продюсеры, будут это, поиграются годик-два, максимум 3. А потом он их вытеснит. Сегодня что же тема дипфейков, когда знаменитые актеры в принципе Совершенно появляются, правильно. у них свои каналы где-то там, в Да, том же да, ТикТоке, да, где да. люди просто даже очень трудно отличить. Да, но на где самом-то деле реальность, это где же, нет. извините, это уже машина, которая действительно обучается. Это то, о чем я и говорю, что люди сами способствуют обучению машины и не видя и не зная этого. Я вот вернусь немножко к технологиям. Да? Вот многие IT-специалисты, топовые программисты, они сидят, пишут коды. Им дается заказ, они даже не знают, что они делают и для чего они делают. Или им рассказывают какие-то сказки. Ну, человек сделал, вроде бы все соответствует поставленной задаче, потом им приходит обратно это все, говорят, нет, вот это вот переделай, вот здесь не так. Но они же прекрасно понимают, что они сделают хуже. А им за это платят огромные деньги. Разве не так, друзья? И они сидят и думают, ну какие вот эти вот руководители, ну все-таки не совсем адекватные, платят большие деньги за то, что я хорошее взял вот и сделал хуже. Ну, деньги платят, делает хуже. Потом опять к нему приходят, говорят, а нет, сделай вот так, чтобы получше. 3-5 раз. И человек полгода, год сидит, вот это вот переписывает одно и то же. Ну ему-то что? Ему говорят, задачу ставят, деньги платят хорошие. Кто с этим не сталкивался, друзья? А вы даже не понимаете, что в это время вы научили машину мыслить гораздо лучше, чем вы. Вы все свои способы мышления, все шаги вы ей передали. То есть, знаешь, вот как Иуда, взяли за 30 серебряников, продали свое будущее. Получал бы 20 серебряников, получал бы до пенсии, потому что никто бы невозможно было бы создать искусственный интеллект, если бы его не обучали. А так самые топовые специалисты, они просто обучают своими действиями машину, как думать, как решать, как создавать, какими программами пользоваться. Они не просто ее обучают, они ее уже обучили. Вот знаете, что самое интересное? Что прямо сейчас, да, прямо сейчас масса программистов, лучших программистов, прописывают различные коды. Но эти коды различные, которые они прописывают, это коды их будущей безработицы. И не только их, но и их друзей и товарищей. И это действительно так. В этом и заключается весь смысл создания мега интеллекта, искусственного интеллекта, который вы, друзья, прописываете прямо сейчас. И даже не ведаете об этом. Это интересно, конечно, делать что-то новое, но когда делаешь что-то, по крайней мере, надо знать, что ты делаешь и для чего.
ответственнее относиться к своей работе. Тогда и мир лучше будет. Разве не так? И на сегодняшний день масса программ, дополнений, расширений уже создается искусственным интеллектом. Просто люди этого пока не совсем видят. И кто глупее оказался? в Машина не итоге? может быть глупее, она машина. Она совершенна, в отличие от человека. Так что заберет она все. Но вот в частности люди говорят о том, что нас отличает от искусственного интеллекта. Это то, что мы совершенны люди, и что нам как бы не страшен искусственный интеллект. Он Конечно. точно нас не превзойдет. Мы как люди, мы совершенны. Но, к сожалению, эту часть совершенную человеческую мы не развиваем. Мы развиваем в себе животную часть, низменную, в нашем потребительском формате. Разве не так? Разве в потребительском формате развивали высшую, совершенную часть человека? Или развивали потребительскую, мерзкую, низкую, как животное, где мы друг другу горло грызли за кусок хлеба, да? Или за сладкую кость, за территорию воевали. Воюем и грызем до сих пор друг другу горло. Так мы совершенны? Друзья, ответьте, мы совершенны или несовершенны? Кто мы? Мы сами не знаем, кто мы. Мы как человечество, кто мы? И на этот вопрос нам еще предстоит ответить. Но ответить на него нужно будет всем вместе. Или все вместе. Мы на него не дадим ответа, и тогда мы будем понимать, все будем понимать, что мы животные. Животные, которые сами себя убили. Или мы ответим на этот вопрос, и тогда мы скажем: да, мы человечество. Мы просто скажем с гордостью, что мы человечество, и мы выстояли, и мы смогли. Так что лучше? А что лучше решать каждому из нас индивидуально. А решать придется по-любому. Опять-таки, искусственный интеллект, он же найдет подход каждому человеку. Он предложит то, что нужно, он сделает так, как надо. Он будет заботиться о каждом из нас индивидуально. Разве мы этого не хотим, чтобы о нас заботились? Вот он и будет заботиться о каждом. Ну, извините, друзья, и жить будет за каждого из нас.